экспертного совета. Сегодня у нас главным спикером является Альбина Егоровна Кычкина, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Как раз-таки в это воскресенье, 4 воскресенье сентября, у нас День предпринимателя Республики Саха-Якутия. И как раз-таки мы данный экспертный клуб приурачиваем к данному празднику. И поэтому попросили Альбину Егоровну прийти к нам и поговорить на тему проблем, наверное, либо тех вопросов, которые волнуют сейчас предпринимательское сообщество. И на правах модератора я хотела бы представить участников. Это вот Округ ТВ, Олег Жилнин, Елена Тихонова в Якутии.ру и парламентская газета Аламжи Будаев. Очень приятно. Вот. И хотела бы задать первый вопрос Альбине Егоровне. Альбина Егоровна, вот как раз-таки в связи с предстоящим праздником, Днем предпринимателя, скажите, пожалуйста, какая работа сейчас проведена аппаратом в части помощи предпринимателям в период пандемии? В целом, я так скажу, наверное, даже не в период пандемии, а с тех пор, как я приступила, вообще проведена работа по... Нет, неправильно. На самом-то деле, да, действительно в период пандемии, потому что вся моя деятельность, она началась как раз в период пандемии. И, конечно, в первую очередь здесь мы работали по формированию предложений для малого и среднего предпринимательства в нашем регионе, по защите прав предпринимателей. Ну, не секрет, что, конечно, предприниматели столкнулись с огромными проблемами, как только началась эта коронавирусная инфекция, то все-таки малый и средний бизнес в России у нас является первым по восприимчивости вот таких ситуаций, которые влияют на экономику. То, конечно, наш малый бизнес, он первым откликнулся, и с первых дней начались очень много запросов, обращений, в том числе и предложений по различным мерам поддержки. Мы проводили очень много совещаний с бизнес-объединениями, с отдельными предпринимателями, и наши предложения были услышаны и правительством нашей республики, и главой республики нашей, и также некоторые обращения удалось отправить и федеральные органы, и, насколько я смотрю, предложения, именно вот те, которые на федеральные органы уходили, они тоже были приняты и отработаны. Но в целом я считаю, что как только вот эта коронавирусная инфекция случилась, мы все наши предприниматели очень быстро объединились и смогли выстоять как одно большое сообщество, бизнес-сообщество, и сформировать такие предложения, которые помогли практически отработать на системном уровне. Альбина Егоровна, скажите, пожалуйста, а с чем все-таки связано сокращение количества предпринимателей, да? Потому что если раньше было 42 тысячи, если мне память не изменяет, то сейчас как бы чуть более 36 тысяч предпринимателей у нас в реестре. Это с чем связано? Как раз-таки с тем, что они не смогли выйти из пандемии, или какие-то другие были посылки для этого? Ну, я в целом думаю, что, скорее всего, точный ответ мы получим по итогам отчетности за 2020 год, налоговой отчетности в первую очередь, потом также и статистической отчетности. Но вот на первый взгляд, на самом-то деле, на 1 января было 39 тысяч субъектов предпринимательства, на 10 августа, после обновления реестра, их оказалось 36,5. Сейчас цифра приближается к 37 тысячам, но можно проанализировать, конечно, это может быть связано с тем, что у нас были ограничительные меры, бизнес восстанавливается, где-то он не смог восстановиться, но может быть еще причина в том, что
В середине июля было увеличение, существенное расширение реестра малого и среднего предпринимательства. Предпринимателей стало на тот момент больше 40 тысяч. И вот здесь по предложению как раз нашего института уполномоченного были включены предприниматели, индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые были в свое время исключены из этого реестра по каким-нибудь формальным признакам, например, за несдачу отчетности. И в результате получилось, что таким предпринимателям невозможно было получить поддержку вовремя, вот те субсидии, которые выдавало государство. Соответственно, вопрос о том, чтобы включить их обратно в реестр быстро и оперативно у нас довольно серьезно стоял, и институту удалось вместе с Федеральной налоговой службой таких предпринимателей в реестр. Но потом, я так понимаю, что обычно традиционно в августе у нас происходит обновление реестра по итогам отчетности за 2019 год, то, соответственно, вот теперь те предприниматели, которые не сдали отчетность за 2019 год по каким-нибудь, возможно, и формальным признакам, возможно, и действительно не сдали отчетность, то они, я думаю, ушли. Так что я все-таки думаю, что реально и хорошо анализировать нам придется по итогам отчетной кампании за 2020 год. Спасибо. Вот у коллег есть какие-то другие вопросы, а то не хочу сидеть и только, как будто бы я одна интервьюирую Альбину Егоровну. Да, конечно, Лена. Можно, да? Куда-то все исчезли с экрана. Альбина Егоровна, добрый день. Лена Тихонова, интернет-газета в Якутии.ру. Во-первых, мы уже с вами вот сегодня только увиделись, да, вот и то по ВКС после всех этих известных событий весной с пандемией и с нашим открытым обращением на имя главы от журналистов, да. Поэтому прежде всего хотелось вас поблагодарить за ту поддержку, которая нам была оказана вот, и после нашего обращения, и когда вот постановление Мишустина было подписано, да, по консультациям информационно, то, что вы нам помогли, большое спасибо вот по тем мерам. Мы информацию всю коллегам передавали. Вот, и надеемся, что и в будущем будете нас консультировать, информировать оперативно и новости свои передавать. Да, спасибо. И первый вопрос, вот, который хотелось задать. Вообще сегодня вот с весны, получается, с марта, да, уже больше полугода прошло. Как идет в целом господдержка? Региональная, да, республиканская и федеральная вот субъектом МСП, насколько предприниматели активно пользуются и насколько у них, как сказать-то, есть возможности, чтобы получить эту поддержку, потому что, как известно, там по некоторым направлениям же есть какие-то ограничения, надо чему-то соответствовать, каким-то условиям, например, да, что тоже как бы довольно сложно. И хотела вот спросить, вот этот пакет мер поддержки, да, предпринимателям, он когда завершится? Вот он 31 декабря, допустим, наступит и все, или там будет какая-то пролонгация до 2021 года или далее? Спасибо, это первый вопрос. Хорошо, спасибо, Елена, за вопрос. Что касается мер поддержки, то, наверное, я перечислять их всех не буду, потому что действительно мер поддержки список большой и огромный, там надо разбираться, но вот по существенным моментам я скажу, чего не хватило довольному, возможно, большому количеству предпринимателей, и действительно они ко мне обращались по этому вопросу, это несоответствие основного вида экономической деятельности. Те субсидии, которые выдавались через Федеральную налоговую службу, субсидии на заработную плату, они выдавались только по основному виду деятельности, и там же были условия, например, по задолженности не более 3000 на 1 марта и так далее, да. Ну вот по предложению, например, по ограничению как раз задолженности института уполномоченного вместе с региональным уполномоченным, с Борисом Юрьевичем Титовым мы отработали, это требование впоследствии сняли. Необходимо было только как бы заплатить, и можно было подавать на субсидию. Но что касается основного вида деятельности, вот здесь, к сожалению, все-таки позиция правительства Российской Федерации, она осталась однозначной, и помощь получили только те, у которых была и деятельности как основной был в перечне пострадавших отраслей. И
Действительно, были такие ситуации, когда предприниматели наши, например, давно не обновляли свои акведы в свидетельстве. Были предприниматели, которые, в принципе, даже не знали, что акведы были в 2014 году изменены. Необходимо было им либо подойти, либо как бы, ну, каким-то образом обновить. Или были предприниматели, которые работали, как бы зарегистрировались по основному акведу, но работали по другому акведу. Тем не менее, вот, к сожалению, осталось вот как раз третий случай. Мы считаем, что не очень справедливо это. К сожалению, тем не менее, такое требование осталось, хотя, конечно, доказать, что предприниматель работал по дополнительному виду аквед, который в пострадавших, вполне было возможно через различные отчетные документы. Спасибо. И что касается продолжения, да, продолжения мер поддержки. Сейчас как раз мы с региональными уполномоченными и с институтом уполномоченного обсуждаем возможность продолжения мер поддержки. Борис Юрьевич Титов на днях попросил Михаила Мишустина продлить субсидию, вот эту субсидию, которую я говорила, для развлекательной отрасли, которая до сих пор закрыта. Также предлагается в 2021 году продолжить меры, все вот эти меры поддержки, в том числе по мораторию, по льготным кредитам, по мораторию на проверки, по мораторию на банкротство и вот такой ряд мер поддержки, но в основном, скорее всего, это будет касаться именно банковской сферы, точнее, мер поддержки, которые проходят через банковскую сферу. Спасибо. И второй вопрос сразу задам, да, Сусанна? Много ли субъектов МСП закрылось? Вот этого вы коснулись в первом вопросе, вот, ну, отвечая на вопросы коллеги, да? А есть вот вообще тогда, получается, именно не выдержавшие пандемию, или это мы сказали после отчетности, да, официальной, вы сказали? Да, после отчетности эта цифра будет более, ну, как бы более точной. Конечно, мы знаем все своих там знакомых, друзей, предпринимателей, которые испытывают трудности, закрываются или что-то происходит не очень хорошее. Видим, что косметические салоны сейчас закрываются, это очень заметно. Но вот конкретно сколько закрылось, я не могу сказать. Спасибо. И хотели узнать, вот интернет-газета в Якутии.ру, мы хотели узнать, как у вас налажено взаимодействие, вообще как вы работаете с районами, потому что, ну, понятно, что основная масса МСП, она сосредоточена в Якутске, да, как бы основной поток движения, вся активность. С районами как работаете? И сразу вот с Москвой, вы же Титов, да, вот Борис Титов, насколько вот они вам помогают и информационно, насколько они, вот ваш центральный аппарат, насколько, ну, активно реагирует на какие-то сигналы из регионов? Так, давайте я начну отвечать с конца. Что касается центрального аппарата, то как только у нас случилась вот такая ситуация по пандемии, то еженедельно по четвергам мы проводили общее совещание с региональным уполномоченным аппаратом Бориса Юрьевича Титова и Борисом Юрьевичем самим, где вообще своевременно и оперативно собирались информации, предложения, и вот так вот мы всеми региональными уполномоченными аппаратами отработали по всем мерам поддержки. Сейчас это тоже продолжается, но, конечно, не еженедельно. Но в целом аппарат и Борис Юрьевич Титов помогает нам по мониторингу проблем, точнее, скажем, если здесь мы что-то не можем решить, то мы можем отправить федеральному уполномоченному для того, чтобы уже рассматривать на его уровне. По обращениям, например. Что касается районов, то сейчас в целом я сосредоточена на том, чтобы развивать общественный институт уполномоченного, чтобы
общественные помощники уполномоченного, он действует в рамках положения. Общественный помощник уполномоченного был в каждом районе. При этом сейчас речь идет еще о том, чтобы не только общественный помощник был, но еще общественная приемная уполномоченного в каждом муниципальном районе. И это требование мы предложили Министерству экономики включить в дорожную карту по национальному рейтингу регионов, по отработке национального рейтинга. И также общественные помощники в рамках своих полномочий на основе нашего положения имеют возможность координированно работать с муниципальными районами по формированию муниципального рейтинга. Но дело, конечно, не в самом рейтинге, дело в том, чтобы общественные уполномоченные были представлены в каждом районе. Это делается в основном как раз для мониторинга ситуации, для того, чтобы предприниматель не оставался в случае какой-то проблемы один на один с собой, он знал, куда идти, кому обращаться, где получить помощь и какую-то определенную поддержку. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Да, конечно. У меня есть. еще 3 вопроса. Есть. Мне очень сильно интересует Олег Желунин, точка взаимодействия ООО, кстати. В начале пандемии я работал, ну, меня знаете, наверное. Ну, могу так сказать, как у вас налажена работа с налоговой службой? Я серьезно говорю. В марте, апреле, мае. Дело в том, что СКБ «Контур», там очень много сосредоточено предприятий. Они очень жестко испытывали непонятки с налоговой инспекцией. На сегодняшний день я констатирую факт, что налоговая, даже если вы попали в определенный реестр, все равно требует свои деньги. Вот как мы будем защищать в данной ситуации предпринимателей? Хотя многие говорят, что нет смысла спорить с государством. Так, Олег, можно я уточню, что за деньги требует налоговая и при чем тут СКБ «Контур»? Я объясню, там в СКБ «Контур» просто-напросто находится бухгалтерия многих предприятий, поинтересовался. Уполномоченная бухгалтерия. Да, и они обратились по тем льготам, которые им необходимы были. Там очень много нюансов, и гостиничный бизнес, и так далее, и так далее. Налоговая начала, сейчас скажу примерно, январь-февраль, с марта, по май месяц, по 5 мая ничего не давала. Люди, там определенные вещи, там же каждый месяц надо платить налоги, понимаете, вот в гостиничном бизнесе. Здесь сказали им, не платите. В итоге что получилось? В мае месяце прошел этот период, и раз, и штрафы, и пени. Я о чем говорю? Какая у вас связь вот с этими нашими контролирующими налоговыми органами? А у налоговых органов уже проще у нас. Ребята, вам не нравится, обращайтесь в Москву. Я уже в курсе этой ситуации. И здесь хотелось бы узнать, как контролируется вот это все. Есть взаимосвязь, нет? Я же понимаю, что вы не можете все. Нет, я вот как раз по тому вопросу я очень, конечно, удивлена, что вы говорите гостиничный бизнес, это значит пострадавшая отрасль, соответственно, там и отсрочка по платежам была, и налоговая отчетность была отодвинута, и субсидию они должны были получить. Но, правда, за апрель они получали в мае, вот как сказал Путин по постановлению правительства, так это должно было быть, за апрель они получали в мае, за май в июне. Ну, что касается взаимодействия хорошее, мы проводим много мероприятий, в том числе, что касалось вот тех мер поддержки, которые шли через Федеральную налоговую службу. Мы совместно с Федеральной налоговой службой, с нашим управлением отрабатывали по тем вопросам, которые сложные были, которые возникали вот, в связи с акведами теми же самыми, где когда не вовремя, точнее не очень быстро и оперативно принималось какое-то постановление, хотя мы знали, что оно вот должно на днях выйти, но еще его нету, соответственно, вот по закону непонятно было, где работать. Но, тем не менее, я считаю, что с Федеральной налоговой службой у нас взаимодействие хорошее получилось. Мы проводили форум «Диалог с налогоплательщиком».
по таким мероприятиям. Также с районами, с районами, точнее, с представителями в районах проводили мероприятия по мерам поддержки как раз по субсидиям, когда предприниматели были плохо оповещены, не знали, что эту вот субсидию надо получать, но вот по статистике сейчас 80%, более 80%, я точно цифры не знаю, но более 80% потенциальных, тех, которые должны были получить, они помощь получили. Но все-таки не поняла, при чем тут контур, но кажется... Да я объясню. Все просто, там просто владею информацией, да и все. А так, просто там пришлось в базу данных залезать, я там имел свою информацию и увидел, что... Да, смотрите, Олег, если есть какие-то... Я хотел сказать, что не вовремя она подходила, и я имел в виду, можно ли обращаться к вам по этому вопросу, потому что... вот это я хочу сказать. Обязательно предпринимателю необходимо обратиться. Потому что человек же платит деньги каждый месяц, и ему надо платить, не платить, выяснять эти вопросы. А налога сидит и молчит. Ну, так тоже бывает, это же бизнес. И хотел второй сразу задать вопрос, это по поводу защиты прав предпринимателей. Сейчас я бы хотел сказать, что госконтракты не выполняются из-за пандемии многих, да? Ну, так скажем, примерно. Ну, пандемия, они должны заниматься определенными, как они находят, если с заказчиком общий язык, то выполняют. Ну, я так считаю, что, наверное, мы все дороги видим. Я думаю, что пандемия там сыграла свою роль, и теперь только делают. Я к чему говорю? Как у нас обстоят дела защиты прав потребителей против надзорных органов? Особенно, вы знаете, самое накричащее дело, когда Роспотребнадзор ходил и штрафовал. Ну, это же чересчур. Спасибо. Так, что касается государственных контрактов, то сейчас, конечно, в период пандемии, также в первоочередных мерах поддержки, это было указано и в постановлениях правительства Российской Федерации, то не допускать неисполнение госконтрактов по оплате перед малым и средним предпринимательством. Действительно, у меня было несколько обращений по этому поводу, но все удалось решить. Я считаю, что если, допустим, такие предложения, точнее, такие проблемы остаются по неоплате государственных муниципальных контрактов, то предпринимателю обязательно необходимо обратиться. И второй вопрос, какой вы спросили? По защите прав предпринимателей, Роспотребнадзор, громкое дело же было. Не то чтобы громкое дело было как раз сообщение Роспотребнадзора, что наложено штрафов более 1 миллиона на субъекты малого и среднего предпринимательства. В целом я считаю, что на бизнес, который сейчас пытается восстановиться и встает только, пытается восстановиться и пытается перейти с карантина на нормальную деятельность, конечно, вот такие рейдовые мероприятия, они недопустимы. Десятки обращений у меня уже находятся. Есть обращения, по которым нам удалось оспорить именно в отношении предпринимателя от Роспотребнадзора и предпринимателей, точнее, от Роспотребнадзора, и также обращения, которые лежат сейчас, переданы на пересмотр в Верховный суд, но в целом я скажу, что мы сейчас занимаемся оценкой ситуации по тем рейдовым мероприятиям, которые были проведены по обеспечению санэпидемиологической обстановки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Коллеги, я хотела предупредить, что через 10 минут у нас конференция будет прервана, потому что она у меня не платная, и поэтому перезаходим по этой же ссылочке. Вот. Хорошо. А можно вопрос? Да.
Ага, я вот хотела по взаимодействию также продолжить, да, вопрос. Вот у нас же есть координационные советы в городе, да, и в республике. Как с ними у вас работа идет? И еще так тоже в продолжение вот работу правительства в целом, да, и Госсобрание Илтумен в части защиты прав и поддержки предпринимателей вы как оцените? Так, спасибо за вопрос. Что касается координационных советов, я сама являлась членами координационного совета при главе города Якутска и при главе республики. Соответственно, все вот эти меры поддержки, которые обсуждались, все планы по развитию предпринимательства, они проходят, конечно, в том числе обсуждение на уровне вот этих указанных координационных советов. И в целом вот работу координационных советов этих двух указанных координационных советов я бы оценила очень хорошо, что даже хотела бы даже привести в пример для других районных координационных советов. Сейчас я общаюсь с районами, выхожу на глав муниципальных районов, прокуратуру и бизнес-сообщества, и где-то, да, действительно хорошо, и убеждаюсь, что где-то хорошо действительно работает координационный совет, где-то он не очень хорошо выстроено вот такое взаимодействие, но тем не менее я считаю, что координационный совет очень нужный при любой государственной или муниципальной власти. Что касается правительства и Илтумен, то, конечно, вся работа по региональным мерам поддержки и по региональному законодательству велась и будет вестись с этими указанными органами, то вот, например, вообще я считаю, что предложение уполномоченного, в моем присутствии, с тех пор, как я нахожусь, то есть они поддерживаются нашим правительством, и даже хотела бы продолжить эту работу таким же образом и дальше, где-то усилить. Возможно, с правительством необходимо сейчас нам, не то что возможно, с правительством мы сейчас отрабатываем по индексу административного давления. С Андреем Владимировичем Тарасенко мы проводили мероприятия с контрольно-надзорными органами как раз по отработке административного давления. И также я состою в комиссии по обеспечению устойчивости экономики в республике, где рассматриваются тоже мои предложения. С Илтуменом бы я хотела сейчас отработать по расширению закона налоговой политики. Там у нас снижение упрощенки распространено только на 16 отраслей региональных, тогда как отраслей, пострадавших региональных отраслей больше 60, то, соответственно, многие все-таки задаются вопросом, почему некоторые могут платить пониженные налоги, а другие не могут. Тоже касается, между прочим, по-моему, и журналистов сферы СМИ. И также с Илтуменом я себе поставила в план отработать по региональным льготам для арктических резидентов. Недавно был принят федеральный закон об резидентстве в арктических территориях, который наделяет правом субъектам самим принимать дополнительно какие-нибудь региональные льготы, то, конечно, нашему Илтумену необходимо начинать обсуждение законодательной инициативы. Спасибо. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Еще? Можно я также задам тогда вопрос по индексу административного давления? Да? Скажите, пожалуйста, Альбина Егоровна, почему мы по индексу находимся на 77-м месте, да, а
Допустим, по рейтингу инвест-привлекательности мы находимся на 20 месте. Они же все равно связаны одно от другого, да? И как формируются данные рейтинги, и как они влияют в целом на развитие бизнеса в регионе? Так, начнем с нацрейтинга, да? Ну, на самом деле это очень популярный вопрос, многие спрашивают, потому что по индексу административного давления, который показывает, как органы, как раз вот эти контрольно-надзорные органы относятся к бизнесу у нас в регионе, ситуация у нас плохая, но при этом по национальному рейтингу мы занимаем 20 место. Здесь на самом-то деле можно сказать, что это немножко разные индексы, точнее, здесь индекс, там рейтинг. Рейтинг усилий региональной власти, национальный рейтинг, да, он действительно содержит целевую модель по контрольно-надзорной деятельности, но содержит больше информации по формированию нормативно-правовой деятельности, точнее, по формированию нормативной базы, которые регулируют контрольно-надзорную деятельность, а в частности именно рискоориентированный подход. А индекс – это статистика, он основан на данных территориальных органов, федеральных органов контроля. Сюда входят 7 органов контроля, это Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, жилищные инспекции, МЧС. И индекс основан чисто на статистике. Национальный рейтинг основан на документах, которые существуют в регионе. Тем не менее, Борис Юрьевич Титов предложил начать формирование интеграции между рейтингом ОСИ, национальным рейтингом, и индексом, который проводит Институт уполномоченного. И сейчас идет отработка как раз вот этих двух основных рейтинговых документов, которые как бы по курированию регионами, ну и в связи с чем я считаю, что нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы все-таки административное давление у нас в регионе было не таким сильным, страшным, как сейчас. В продолжении данного вопроса